Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об особенностях фольклора и традиций юкагирского народа. Крупным исследователем-североведом, революционером Владимиром Ильичем Ехальсоном в конце XIX – начале XX веков было собрано большое количество фольклорных и этнографических материалов, которые стали основой его фундаментальных научных работ. Но в силу обстоятельств им был охвачен фольклор и этнография только верхнеколымских юкагиров. А фольклор нижнеколымских юкагиров был собран научной экспедицией Института языка, литературы и истории якутского филиала Академии наук. Дорогие друзья, послушаем рассказ первого юкагирского художника и писателя Николая Николаевича Курилова. Меня зовут Николай Николаевич Курилов. Я родился в Нижнеколымской тундре, Валернской тундре. Там две тундры, Халарщинская и Валернская. И вот я родился в Валернской, которая находится от нашего районного центра поселка Череский за 500 километров. Там есть два озера, Большая Алера и Малая Алера, наши священные озера. И вот родился я в Малой Алере. Наш отец женился в свои 40 лет на 18-летней девушке. История там, конечно, имеется, и на это я написал оперу, пьесу, и на этой основе сделали оперу. Те, которые делали оперу, это у них свой взгляд, европейский. И надо сказать, что наш отец как шаман, шаман у северян это носитель культуры, языка, традиций. Очень многое рассказывал нашей матери, молоденькой девушке, кто там жил в этой местности, кто где кочевал, кто где рыбачил, о фольклоре, песни. Ну и наша мама была очень такой девушкой, которая все воспринимала. И до самой кончины, 82 года, она хорошо запомнила, сохранила песни своих предков, и являлась знатоком родного языка, культуры, традиций. Долгие годы к ней ездили даже в тундру исследователи юкагирского языка, фольклора. И на ее, можно скажем, знаниях наш средний брат Гаврил Николаевич Курилов выпустил академический словарь юкагира, русский словарь или русско-юкагирский словарь. Я сейчас забыл, наверное, кажется, юкагиро-русский словарь. Благо тогда не только наша мама была живая, но и многие знатоки языка, культуры, традиций тундренных юкагиров. Наш старший брат Семен Николаевич, в Якутии в 80-х, 90-х годах был известный человек, имея 4 класса, написал известные в Советском Союзе романы «Каиндуэх Лерка» и «Новые люди», чем дал в Советском Союзе знак
о том, что живут еще юкагиры в Якутии. И только после этого Якутской автономной республики начали говорить о юкагирах, потому что с момента установления советской власти в Якутии, это 1922 год, о юкагирах как бы забыли, всех превратили юкагиров, саха, чукчей, русско-устинцев. Но вот два очага только сохранилось. Это верхнеколымские юкагиры Адулы и Вадулы Тундры. И надо сказать, что до 1917 года все северные народы сохранили свой родной язык, культуру, традиции. И только после установления советской власти административно стали запрещать говорить на родных языках, вот, забывать культуру и традиции. Там вообще не проводились никакие праздники. Если до 1917 года юкагиры весной и осенью проводили свои весенние и осенние совещания, праздники, вот, и зимние тоже, то с установлением советской власти, поскольку эта власть была атеистов, все это такие языческие праздники были под запретом, шаманов или силком заставляли молчать, или же высылали в иных случаях. Вот и в этой семье, когда отец женился, мы появились те люди, о которых сейчас я рассказал. Но кроме нас еще была старшая сестра Дарья, она умерла подростком, потом Семен Николаевич, потом Гаврил Николаевич, о которых рассказал, потом была сестра Валентина, тоже умерла, старше меня, а зачем я? Ну вот сейчас здравствую. Я, Гаврил Николаевич и Дарья Николаевна. Я забыл про Дарью Николаевну, она старше была Валентина. Вот. Дарья Николаевна сейчас является знатоком языка, культуры. Вот. Является незаменимым помощником учителей Мандрушкина, которые, можно сказать, не умеют общаться на родном языке, они только преподают. Вот, и все советы, и все вот эти наставления, как учить, что говорить, они получали учителя от Дарьи Николаевны. Но наша миссия с Гаврилом Николаевичем, вот, сохранение родного языка, выпуск литературы на родном языке. Гаврил Николаевич, как я сказал, словарь выпустил. Кроме того, он является составителем нашего алфавита, первого букваря, в котором я был оформителем. Они со временем, можно сказать, со сменой власти как бы устарели. Сейчас нет идеологии, поэтому многое то, что было в советское время, что обязательно нужно было включать в таких букварях, сейчас убрали. Ну, могу сказать, что основой всего, что нас двигало, является родной язык. Родной язык дает очень много пищи на фольклоре, можно сказать, мы
бесписьменные народы начинали говорить на родном языке, думать. Очень хороший пример всегда приводит Гавриил Николаевич, рассказывая о том, как отец заставлял их слушать его рассказ, его сказку, то есть, а затем заставлял пересказывать. Юкагирский фольклор, я буду касаться только Нижнеколымского, потому что Верхнеколымский фольклор это уже другой фольклор. Свой-то я хотя бы чуть-чуть, может быть, знаю, потому что в детстве слышал сказки от матери. И оказывается, они, вот эти колымские юкагиры, тундренные, даже у них сказки разнятся. Вот. Иохальсон, Владимир Иохальсон, в начале 20 века исследователь юкагирского языка, быта, традиций, вот, записал несколько сказок у колымских юкагиров, обрусевших юкагиров, села Походск. И там сюжеты совершенно другие, чем у тех юкагиров, которые жили в 100 километрах от них в тундре. Вот такой фольклор показывает не только богатство сюжетов, сколько образ жизни. Хотя на одной реке жили несколько юкагиров, юкагирских племен, верхнеколымские, были еще среднеколымские, нижнеколымские, тундренные. У них отличались не только по диалекту, но и по сказкам. Это показывает, что каждый род, каждое племя имели свое представление. Наиболее древние юкагиры – это тундренные. Вот у них были совершенно непохожие сказки, в которых показывается жизненный путь народа, начиная от греческого сказания о Адильвее и как бы осевших полукочевых рыбаков взгляд на эти героические хождения. Потому что если в сказании о Адильвее, там хозяин земли отрезает сухожилия у героя, говоря, что ты истребил, убил много людей, и ты не должен ходить по мне. То есть уже это показывает изменение этих юкагиров на жизнь, как на ценность человеческой жизни. То есть нужно не только иметь, защищать свой род и так далее, но в пределах разумного, как бы сказать. А одна сказка была такая, одна хозяйка, птичка, своей сестренке или ребенку говорит: иди нарви это самое, тальник для очага. А та говорит: я бы кожу содру ладоней. Так рукавички одень. Рукавичку ведь там тоже порвутся. В общем, такая длинная сказочка, как бы заново начинается. И
Я вспомнил это тогда, когда писал песню под рэп про одного рыбака. И вот первый куплет вроде хорошо поется, а второй куплет от настроения чуточку убыстряется, третий вообще может быть чуть ли заливисто вот так. Ну, примерно это будет так. Саванья банечеле, кин саванья пандамда, кидалгах мэнмэлэ, кин юку мухатте, китталлау кин юэлэ, тугал татат конмаги, эламуньяй лахилэ, лукунчи, нимэнчи, хайчеги. Танамунья ирджаде, кидадуопа саухасму, кин мани даурде, кин лама нямгасму, кинак тандагум маркан эламуньяй лахилэ, тагайметин татинга, татер пумолур яктаем. И после этого уже второй идет, и переменно звучит так, уже убыстряясь. Саванья панишеле, кин саванья пандамда, киталга хэнмэлэ, кин юку мухатте. А в третьем вообще, когда от души уже поет Саванья панишеле, кин саванья пандамда, киталга хэнмэлэ, кин юку мухатте. И вот так вот меня, и вот так вот. И вот это вот сказочка, сюжет или повтор как-то вот дал мне вот эту идею написать вот такую песенку. Я сам сказки пишу тоже, кори и пелем-пелем, вот. Сказка о пище, который всегда пытался обмануть человека, но в итоге сам оказывался посмешищем. И там есть такой, можно сказать, ну, по сюжету, элемент, что ли, вот, когда писец от настроения, от того, что как он получил по своей мордочке от человека, скажем, щелчок, от того у него хвост опускается на землю или идет потихонечку, пэлем, 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 вот так волоча идет, или от злости прыгаю, убегает, вот. Это слово пелем-пелем услышал от песни матери о пище, когда она увидела, как пищец по тундре скачет рядышком с нашим домом. Она пела пелем-пелем, пелем-пелем. Теперь послушаем рассказ об уникальном фольклоре, этнографии и истории юкагирского народа первого вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Вячеслава Ивановича Шадрина. Юкагиры – это один из древнейших уникальных народов Сибири, является древнейшим народом нашей республики. По данным ученых, праюкагирские племена проживали на этой территории 5-6 тысяч лет тому назад. По некоторым данным, это могло быть и более древнее. Многие из ученых-археологов связывают с юкагирами эмаехтахскую археологическую культуру. Кто-то связывает с ними усмильскую. Хотя есть ряд специалистов, которые удревляют проживание юкагирских племен здесь, заходя вплоть до мезолитических культур. По
этим археологическим данным получается, что юкагиры имеют связи различные, в том числе и непосредственно прямые, в том числе и с индейцами Америки, Северной Америки. В основном это атапаски или группы индейцев на Адене. Вот, особенно по культуре очень много схождений. По данным лингвистики, юкагиров относят большинство специалистов к уральской языковой семье. Но здесь также есть очень много споров. Ряд специалистов не соглашается и относят, и продолжают их относить к так называемым палеазиатским племенам, которые не имеют родственных связей с другими языками, поскольку они считают, что по языку относятся юкагирские языки отошли от, скажем так, древнеуральской общности гораздо раньше, чем произошел распад Урало-Алтайской языковой общности. Поэтому ряд специалистов относят юкагирский язык к настратическим языкам. Это есть теория, которая говорит, что раньше был некий единый настратический язык, от которого уже постепенно отходят остальные языки современные. Это вот индоевропейские, уральские, алтайские и другие, так называемые уже изолированные языки. И таким образом, этот некий древний праязык существовал где-то 10-12 тысяч лет тому назад. Вот. Ну и по данным некоторых лингвистов, отделение юкагирского языка от этой общности происходит где-то почти около 10 тысяч лет тому назад, в 8 тысячелетии до нашей эры. Потом, соответственно, где-то уже в 6 тысячелетии до нашей эры происходит распад, наверное, это уже Урало-Алтайское языковое сообщество, с которого потом происходят уральские языки, это финно-угорские, самодийские и алтайские языки, в состав которых входит в том числе и тюркская группа вместе с якутским языком. А юкагирский язык, как считается, от этого отошел раньше, поэтому отнести его только лишь к уральской языковой семье ряд лингвистов считает неправомерным, именно на основе того, что оно было раньше, потому что в юкагирских языках просматриваются древние следы как связи с уральскими языками, в том числе, и также есть связи определенные с алтайским сообществом языков, правда, на очень древнем уровне как раз. Ряд специалистов иногда задаются вопросом, а как же так получилось, что если мы отнесем все-таки юкагирские языки к уральским, почему произошел такой перекос, такое, огромное такое пространство, например, скажем так, венгерский язык это западный, уральский, так называемый, самый западный, а юкагирский это самый восточный уральский язык. И именно с венгерским языком находят наибольшее схождение у юкагирского языка. Я всегда, для того, чтобы более наглядно себе представить, я всегда привожу пример. Возьмите, бросьте камень в воду, и вы увидите, как от этого броска начинают отходить круги. И обычно круг тех, которые были самый первый круг, и он начинает ходить, в итоге он оказывается и самые дальние, удаленные на разных полюсах. Поэтому когда-то более-менее были близки, наверное, венгерский и юкагирский, и когда-то расходясь, и в итоге получилось, что венгерский самый западный, а юкагирский самый восточный из уральских языков. Это если мы все-таки придерживаемся концепции, что юкагирский язык относится к уральским языкам. В культуре юкагиров прослеживается очень много элементов, также, которые говорят о древности этого народа. К примеру, одним из показателей древности является достаточно ярко сохранившиеся пережитки матриархата. Еще до середины прошлого века, то есть до середины 20 века, достаточно сильно проявлялось именно ведение рода по материнской линии. Например, я могу просто сказать, что мой прадедушка
перешел в род жены и взял фамилию жены. И это было обычным явлением в начале прошлого века. До начала прошлого века функционировали совет матерей, решения которого были гораздо более влиятельные и окончательные по сравнению даже с решением совета вождей. Другим отражением древности юкагиров, например, являлось уникальное явление, такое как пиктографическое письмо. Но об этом мы можем поговорить отдельно и посвятить этому отдельную передачу, потому что само по себе юкагирское пиктографическое письмо является уникальным явлением. Недаром оно включено в зал истории вообще письменности человечества. Это в музее естественной истории в Нью-Йорке, где представлены образцы буквально всего лишь нескольких языков. Там есть латиница, там есть египетские иероглифы, шумерская клинопись, представлено что-то, по-моему, или китайские, или японские иероглифы, и плюс представлено вот юкагирское пиктографическое письмо, именно вот как образцы, примеры вот того, той развития письменности вообще человечества, истории человечества. Отдельная символика и очень интересное вообще явление, как передача чувств и эмоций. Практически такого нету ни в одной из других письменностей, сохранившихся в том числе пиктографических у других народов. Еще одним из показателей, наверное, древности особого является система воспитания, система отношений к детям. Вот то, о чем мы бы с вами поговорили сегодня более подробно. Вообще вся система воспитания, которая сформировалась у нас сейчас и формируется в наших школах, ведется вообще в современной педагогике, она базируется больше, так скажем, базируясь на европейской системе, на европейской педагогической системе, которая подразумевает о том, что ребенок воспитывается, вот, во-первых, социальной средой, воспитывается своими родителями, и его все формирование происходит именно под этим влиянием того, как организован данный воспитательный процесс. Ну, а его знания, умения и так далее чаще всего представляется как пустой сосуд, который мы наполняем своими какими-то действиями. И, исходя из этого, соответственно, и строится весь наш процесс. Возможно, так оно и есть, но у юкагиров традиционная система воспитания базируется на совершенно других принципах. И она базируется именно на своей традиционной системе мировоззрения юкагиров, в основе которого является триединость души. По представлению юкагиров, вообще у человека три души. Это головная душа, это вот та самая наша душа, которая отвечает за наши мечты, когда мы можем где-то путешествовать в наших мечтах и так далее. За наши сны, это когда мы где-то спим, наша эта душа где-то путешествует, и мы можем видеть сны или другие миры, или другие места. Кстати, именно поэтому у народов Севера, не только у юкагиров, но я считаю, что это вот влияние юкагиров, которое они передали и народам Севера, в том числе и якутам, такое, что бабушки, дедушки, они никогда не будили резко, неожиданно людей. Они обычно начинали шуметь потихоньку, постепенно, и ты постепенно просыпался. То есть душа постепенно приходила, она слышала эти звуки, что вот начинаются звуки, и душа имела время и возможность постепенно прийти. И человек постепенно просыпался, и поэтому все было очень хорошо, комфортно. Ну, вы сами знаете такое иногда состояние, когда человек вдруг неожиданно его будет, и далее он просыпается, и некоторое время он озирается, он не может понять, где он, что с ним, как бы его вырвали вдруг из сна и так далее, а его душа еще не пришла в тело. И поэтому он пока еще не может понять и осознать, где он, что с ним происходит. А у юкагиров это легко объясняется, потому что в это время душа еще где-то в другом месте находится. То есть нужно время, чтобы душа вернулась. Это для него определенное потрясение. Поэтому вот именно в традициях народов Севера как раз не будить людей. Ну и в то же время и нельзя пугать людей.
неожиданно. Почему? Потому что, вот опять-таки русские говорят, душа ушла в пятки и так далее. Да? Ну, у якутов тоже есть такие разные выражения, которые говорят. Но настолько сильное влияние или христианства, или других каких-то, что уже объяснений почему этому нету. А вот у юкагиров тоже легко объясняется. Резко пугаешь человека, а вот эта головная душа, она может просто выскочить. И поэтому человек некоторое время, он как бы не может контролировать себя. Есть другая душа, это телесная душа. Вот она ответственна за наши внутренние болезни, она ответственна за наше вот телосложение, за наше физическое какое-то развитие и многое другое. И именно с ней вот связано вот, ну, большинство наших болезней, наверное, так скажем. Да? А третья душа – это особая категория, с ней связаны и аура человека, и с ней связаны разные представления вот о человеке. Это тень. То есть это вот отражение на вот тень, ну это просто отражение человека от света, например, да. Но вся проблема в том, что это не просто отражение, это твоя аура, твоя оболочка, которая бросает какой-то... И по состоянию этой тени можно было понять, ну, тот шаман или человек, который обладает определенной способностью, он мог сказать, вот каково твое состояние, здоровье или еще чего, ну, твоего внутреннего мира вообще, твое благополучие, насколько сильно оно или нет. Хотя вы скажете, ну, когда ярко светит солнце, у всех тень одинаковая. Но мы здесь имеем в виду не только вот эту тень, которая отбрасывается, но мы имеем в виду вот эту вот некую оболочку, ауру, которую отбрасывает человек. И какие-то люди, вот это энергетическое, они чувствуют и видят эту оболочку человека. И по нему они могут уже сказать, насколько этот человек здоров, наверное, так скажем правильно. И только у живого человека есть эта вот энергетическая аура и эта тень. А у мертвого человека не может быть. И вот когда человек умирает, то вместе с ним вот исчезает эта энергетическая оболочка, она может быть только у человека, то есть, как бы сказать, и с ним вместе умирает телесная душа. Вот две души, которые умирают и уходят вместе с телом. А вот третья душа, о которой я говорил, головная, так называемая душа, она уходит в Айбиджи. Это мир теней, так называемый, где-то наверху, в верхнем царстве, оно находится, и оно пережидает какое-то время, оно ищет и ждет, что какое-то появится тело, но ребенок, а дети рождаются без души, в нашем представлении, имеется в виду без головной души, и тогда вот как раз вот верхняя душа головная, она находит близкое ему, это может быть по родственному, по духовному и так далее, по каким-то очень таким понятным им обстоятельствам, да, оно выбирает такую душу, чаще всего это вот кто-то из ближайших родственников, душа кого-то из ближайших родственников, и он поселяется в тело данного ребенка. И этот ребенок, соответственно, то есть происходит реинкарнация, понимаете, то есть это вера в возрождение души. То, что человек, вот так называемый круговорот. До 5 лет ребенок постоянно дает какие-то сигналы, знаки, чья душа в нем вернулась. Надо просто уметь это понимать и знать, например, если ты очень хорошо знаешь того человека, ну, родственники, конечно, знают очень хорошо этого человека и знают какие-то его пристрастия, может быть, какие-то определенные движения, привычки или еще что-то там походка, может быть, или еще что-то, которые характеризовали данного человека, и по этим каким-то признакам они могут определить, чья душа в нем вернулась. И так душа как бы возвращается. Но сразу я предупрежу, это наше представление, конечно, мы, так как древнейший народ, мы участвовали в формировании всех народов, которые сегодня проживают на территории Якутии. Это и эвенков, и эвенов, и якутов, и долган, и других всех народов, которые здесь приходили. И поэтому понятно, что эти свои представления были переданы этим народам. Поэтому я не удивлюсь, если те же самые кто-нибудь, сейчас кто смотрит эту передачу из какой-нибудь якутской семьи, вдруг скажет, у якутов тоже есть это представление, да, об этой душе и так далее. Ну просто, может быть, не так четко это выражено в якутской культуре, то я просто вам сразу скажу, просто именно юкагиры,
как древнейшее население, они все равно участвовали в формировании всех народов, ныне здесь проживающих, и поэтому неудивительно, что многие элементы этой культуры, они оказались вплетены в культуру всех других народов, которые здесь проживают. Вот. И вот обязательно я вас предупреждаю, воздержитесь от гаданий, от обсуждений, чья душа вернулась в тело этого ребенка. Почему? Потому что это ребенок, это только появившееся и первые годы еще очень слабое существо. И если вы начинаете гадать и обсуждать, и не дай бог вы ошиблись и скажете, что это и на самом деле вы ошиблись и указали душу другого человека, вы можете сделать непоправимое. То есть, решив между собой, что эта душа такого-то человека поселилась в данном ребенке, вы создаете некое такое духовное единство и как бы вызываете ту душу из IBG и пытаетесь таким образом насильно его поселить в это тело этого ребенка. А в этом ребенке уже живет какая-то другая душа, которую вы еще, возможно, не идентифицировали. И вот тут вот самое плохое, когда в теле ребенка помещается, вдруг начинают вот две этих души помещаются и начинают бороться друг с другом. Тогда жизнь этого ребенка потом будет неудачной, она не сложится в нем никогда нормально. Он окажется потерянным, скорее всего. До 5 лет, почему я сказал, что до 5 лет ребенок всегда дает такие знаки, потому что опыт собственной жизни пока еще слабый. Поэтому пока в нем еще ярко могут проявляться черты души, или вот та душа проявляет черты того человека, душа которого в нем вернулась. А потом, где-то с 5 лет, вот накопленный багаж уже этой жизни у ребенка уже становится такой большой, что он начинает перекрывать ту память, скажем, память той души. И тогда уже сложнее. То есть, конечно, бывают какие-то случаи, какие-то обстоятельства, когда вдруг та душа дает себя знать и проявляет себя очень четко и ярко себя проявляет. Поэтому, может быть, всегда у нас бывают такие ощущения, дежавю, что это я знаю, что это я видел, что я когда-то здесь был или еще что-то, понимаете? Вот. Но опыт этой жизни уже такой накопленный, который уже как бы начинает перекрывать. И вот тут вот и возникает, я возвращаюсь к той теме нашей системы воспитания. А теперь представим себе, что вы, оказывается, ребенок не пустой сосуд. Оказывается, в нем уже живет душа человека, который наверняка уже обладает, не наверняка, вернее, а обладает жизненным опытом, умениями, знаниями, которые, возможно, превосходят знания и умения других людей, даже окружающих. И вся система воспитания, во-первых, она базирована на том, что ребенок – это равное тебе существо. То есть, представьте себе, поселилась душа, может быть, твоего дедушки, бабушки или еще кого-то из твоих предков, то есть, который явно старше тебя вот, по возрасту, да, по восприятию. Это раз. То есть, ребенок не может быть каким-то подчиненным и так далее. Это равное существо для тебя. И, во-вторых, он не пустой сосуд, который надо наполнять знанием, чему-то учить. Наоборот, ребенок равный не только вот вообще по социальному положению, он равен с тобой и по знаниям и так далее. Вот работая вместе с ним, делая что-то, ты должен создавать ситуацию, чтобы ребенок вспомнил это и сделал. И он будет это делать лучше тебя. Иногда же, вот мы говорим, что у ребенка, у кого-то талант какой-то проявился. Но этот талант, и все начинают думать, мы его этому не учили, а он это умеет делать, оказывается. А это вот как раз мы и говорим, что это душа, возможно, даже не только, это может быть уже 2-е, 3-е или 4-е перерождение, может быть, это был какой-то душа уже, которая вернулась во 2-е или в 3-е, или в 4-е, да, своем перерождении, и у него эти способности там где-то были. Не обязательно, например, вы уже знаете, что у него душа дедушки, а дедушка это, может быть, не был талантливым художником или с кем-то. А вот та душа, которая поселилась в дедушку, может быть, в нем как раз эти были. И у дедушки просто не было возможности проявить эти способности. А вот у его следующего перерождения, нынешнего, как раз такие вдруг возможности появились, показать эти свои таланты. И это очень интересный момент. И отсюда как раз на этом и базируется вся воспитательная система юкагиров. Особая система, в котором ты не должен подавлять ребенка,
не должен его учить, а именно быть с ним равным и создавать условия для его гораздо лучшего и полного, так сказать, воспроизведения тех талантов или способностей, которые в нем есть. Вот об этом, вот как раз на этом и зиждется вот вся воспитательная система юкагиров. И в этой связи еще один момент, да? Хотел бы сказать, что когда мы говорим о юкагирах, мы всегда говорим, как очень часто звучит тезис «исчезающий народ». Осталось совсем мало носителей уже. А я вам скажу, что вот это понятие, как исчезающий народ, о юкагирах уже больше 200 лет говорят все исследователи. Это начиная с Георгия, который в 1760-х годах выпустил «Атлас народов», потом об этом говорил Биллинг, Сарычев и все другие исследователи. Еще в 18 веке они говорили, что все, юкагиры уже исчезли. Ехельсон, который 100 с лишним лет тому назад посещал, он писал, что я занимаюсь вообще неблагодарным трудом, что пишу о том народе, который будет неинтересно читать исследования, потому что этого народа не будет вообще в будущем и так далее. Вот, понимаете, вот такое сложилось. Николай Борисович Вахтин, это известный советский, ну и советский, и российский ученый, филолог, он говорит, что впору говорить о феномене юкагирского исчезновения. Уже более 200 лет все мы говорим о том, что они исчезают, что их вот остаются единицы. Вспомним перепись 1659 года, когда их оставалось 443 человека всего. А они не исчезают. Они продолжают жить, у них все равно продолжает оставаться культура, вот пережитки вот этой древнейшей культуры, и они память об этом сохраняют. Все равно продолжает сохраняться язык, да, носителей мало и так далее, но все равно оно было мало и 50 лет тому назад, оно было мало и 100 лет тому назад, но, конечно, сегодня ситуация критическая, единицы остаются, но тем не менее, все равно мы продолжаем этот язык изучать, и сила самосознание народа по-прежнему остается очень сильной. А я вот в связи вот вообще с этим представлением о реинкарнации души и так далее вспоминаю чемоданчика. Это Василий Гаврилович Шалугин, это другой наш носитель языка, который... Он как-то сказал: Слава, не беспокойся, все равно душа, память вспомнит об этом. Вот у якутов есть выражение, что кровь тянет и так далее. Вот что-то подобие, что вот генетически человек это вспомнит. И это, наверное, так, потому что интересно, вот исследования генетиков говорят о том, что, например, у лесных юкагиров сегодня всего сохранность генетического материала всего 7%. 7%. У тундренных юкагиров у них ситуация чуть лучше, но не намного. У них там где-то в пределах 14-16% генетический материал, сохранность. То есть, казалось бы, все, размыто все уже и так далее. Но самосознание это очень сильное. Вы посмотрите, абсолютное большинство всех детей в смешанных семьях, которые, может быть, уже забыли и язык, и, может быть, культуру уже совершенно и так далее, они себя все равно пишут юкагирами. Я в этой связи даже вспоминаю такой, всегда привожу такой пример. Первые два председателя Ассоциации Чукчей Республики, это Григорий Иванович Вельвин и Анастасия Афанасьевна Тымкель-Курилова, по национальности, по паспорту юкагир. Хотя они вот вроде бы чукчи, они знатоки чукотской культуры, они по-чукотски умеют говорить и так далее, но по маме они были юкагиры, и поэтому они и идентифицировали себя как юкагиры, хотя и возглавляли вот общественное движение чукчи, понимаете? Это очень интересный парадокс. Кто-то скажет, ну, почему в смешанных семьях? Конечно, это ради получения каких-то льгот, там, выгод, поэтому они пишутся юкагирами. Я всегда привожу пример, как раз чукчи, например, привожу пример. Или те же самые эвены. Какая разница? Эвен ты, чукчи или юкагир? По закону российскому, да и по местным законам, по всем, это одинаково. Что ты там, юкагир, что эвен, что чукчи, у тебя одинаковые права, как коренные малочисленные народы Севера. Ну, казалось бы, тогда уж не должно быть здесь действия. Но, представляете, чукчи такой патриархальный народ, где вот отец все решает, и где все очень жестко по мужской линии должно передаваться. Но если жена юкагирка,
тут вдруг законы патриархата перестают действовать. Дети в таких семьях, дети юкагиры. Вот как Григорий Иванович Вельвин получился, как получилось у Екатерины, вот как у Анастасии Афанасьевны Тымкель-Куриловой. Понимаете? То есть вдруг, оказывается, юкагирская кровь оказалась сильнее. И это вот как раз и дает вот надежду и, наверное, тот феномен устойчивости юкагирского самосознания. В исторических местах проживания юкагиров, пусть это будет Устьянский район, пусть это будет Аллаиха, пусть это будет Нижняя Колыма, Верхняя Колыма или Средняя Колыма, это если мы про нашу республику говорим, да даже Абы или другие возьмем северные, вдруг люди вспоминают, а вот так у нас же есть корни юкагирские. И вот всегда об этом говорится. И это всегда становится каким-то таким основой. Я вот тут всегда говорю, наверное, душа где-то там все равно, пускай она уже растворена во многим, душа-то передается так, это не кровь и так далее, не ген, а вот именно через душу они помнят о том, что, чьи они потомки. Или не только потомки, а чьи они души вообще, наверное, и к чему они относятся. И таким образом вот это и мы можем объяснить феномен устойчивости юкагирского этноса, устойчивости юкагирской идентичности. Вот. Если же сказать о фольклоре, фольклор юкагиров на сегодняшний момент тоже является очень интересным явлением. Ну, во-первых, он очень мало изучен. И мало изучен не потому, что его мало изучают, да, а, наверное, именно в силу его малой сохранности. Очень мало носителей фольклора. Или носителей даже не просто самого фольклора, а фольклорной традиции, скажем так. И это очень большая для нас проблема. Очень многие говорят, что у юкагиров нету эпоса. Но мы всегда категорически выступаем против этого, и многие специалисты, особенно из Санкт-Петербурга, из Москвы, нас поддерживают в том плане, что это потому, что на сегодняшний момент не осталось носителей эпической традиции. Вот как у якутов, Талан-Хасута и так далее. На самом деле у юкагиров было, но это настолько древний народ, что вот эти знания уже погребены где-то. Возможно, уже к моменту, возможно, прихода уже, вот, ну, скажем, русских, уже, наверное, было мало этих людей, которые были носителями этой эпической традиции. Но остатки, скажем так, эпических сказаний очень четко проявляется. У нас есть цикл сказаний о Халандине, это у лесных юкагиров, цикл сказаний об Эдилвее у тундренных юкагиров, которые абсолютное большинство фольклористов, изучая вдруг или знакомясь с этим циклом, сразу говорят, ну это же отрывки из эпического какого-то произведения. В нем все прослеживается. Это вот тот герой, который есть завязка, у него рождение, потом это развитие и так далее. А просто полного цикла, возможно, не сохранилось само, потому что полный цикл, я понимаю, что это многочасовое сказание, многотомное, возможно, или большое такое, просто не сохранилось этих. А вот отдельные короткие как бы отрывки из него, они есть. Есть в виде легенд, преданий, возможно, даже в сказках каких-то оно проявляется, то есть как отрывочно. Потому что вот она прервалась, и прервалась не 100, не 200 лет, она прервалась гораздо раньше, это еще 400-500 лет назад, именно в силу древности этого народа. Другой момент, малые жанры фольклора. Опять-таки очень сложно, вот многие сказать, очень сложно выделить типичные юкагирские сказки или юкагирские сюжеты. И здесь опять есть очень простое объяснение. Я всегда говорю о том, что юкагиры повлияли на формирование практически всех народов, которые уже здесь сложились как народы. Это и эвенки, и эвены, и долганы, и якуты. Юкагиры на них повлияли. В том числе повлияли с точки зрения своей культуры, с точки зрения в том числе и фольклорной традиции. Да, якуты, основа мужская, она с юга пришедшая. Это степняки тюрки, в основе своем тюрки. Хотя там есть, может быть, и монгольские какие-то и так далее элементы, но в основе своем, в большинстве своем это тюркская основа. Но абсолютное большинство таких переселенцев, которые пребывали в эти места, на абсолютное большинство их это были мужчины.
но им же надо было продолжать род. А женщин-то было мало, которые с ними, скорее всего, приходили, их же было мало. Это естественно, при таких больших переселениях и так далее, женщин, конечно, было гораздо меньше. И большинство жен, которых они брали, это уже были местные жены. Из аборигенного населения, скорее всего, при этом мы соглашаемся, что в основе своем, в большинстве своем, это были, скорее всего, юкагирки. Поэтому почему? Почему не эвены, не эвенки, да, скажете, спросите вы? Я объясню очень просто, потому что их ландшафт, социально-этнокультурный и так далее, экономический даже ландшафт пребывания совершенно другой. Эвенки, эвены, они оленеводы, и они вот кочуют вот по горам и так далее, там, где кочуют их олени. И они идут вот там, где ягель. Вот возьмем Хангаласский район, вот возьмем долины Туймада, Энцели и так далее, да? Вот рядом горы, вот там где-то обитали эти эвенкийские, например, племена, тунгусские племена. И они практически не спускались вниз. Внизу, вот здесь вот в долине обитает вот тут родина уже, как бы сказать, якутского народа, якутских племен и так далее, о которых вот слагают уже легенды и так далее. А тут рядом вроде бы тунгусские племена. И они совершенно как будто бы в двух разных мирах проживают, практически не контачны. Так и происходило и раньше, 500 лет, 1000 лет назад, когда якуты пришли. Это были совершенно разные, почти не пересекающиеся. А юкагиры, они были полуоседлые рыбаки-охотники, которые проживали вот как раз в этом же ландшафте, прибрежные, приречные, так сказать, территории. И именно они попадали под зону, так сказать, ну скажем так, ассимиляции или очень тесных вот этих контактов. Можно сказать, здесь и столкновений, еще чего-то, ну, конечно, не без этого все было, да, но которые в первую очередь входили в соприкосновение, соответственно, и происходили вот эти ассимиляционные процессы. Именно поэтому в абсолютном большинстве своем женщин, скорее всего, были представителями вот этих вот древних юкагирских племен. И вы посмотрите, по якутскому фольклору мужская традиция, Алан-Хасуты, эпическая традиция, которая передавалась в основном по мужской линии. Да, это эпос Ланхо и так далее. Абсолютное большинство сюжетов в основе своей проявляется там степной ландшафт, южные какие-то там корни проявляются, да, патриархальность проявляется, это все вот. И сказания передаются по мужской линии. Очень четко, правильно. А теперь возьмем фольклор. Малый, я имею в виду, малый жанр фольклора, сказки возьмем. И вдруг оказывается, что абсолютное большинство сказок связано вот именно с животным миром и так далее, он местный, таежный. А кто эти сказки рассказывал детям? Конечно, женщина, мать рассказывала. А это значит, аборигенка местная, которая проживала в этой тайге, она этим детям и рассказывала эти свои сказки. Возможно, уже перейдя на якутский язык. Но она рассказывала то, что было в ее представлении. И поэтому очень сложно иногда провести разницу. Вот поэтому сегодня, когда мы говорим, очень сложно выявить типичные юкагирские сказки, потому что, в принципе, фольклор, то есть вот эти сказки, да, малые жанры фольклора, они оказываются почти, ну, там за отдельными сюжетами и так далее, практически идентичны. Что у якутов, которые проживают в этой таежной зоне, что у эвенов и у венков, что у юкагиров. Поэтому, опять-таки, очень сложно выделить вот эти вот особенности. Конечно, есть там, если заниматься уже серьезно фольклором, там мы можем найти там определенные там, свои сюжетные линии, мы можем найти какие-то особенности там, и так далее, это фольклора. Но в основе своем фольклор, вот малые жанры фольклора, они во многом вот, у таежных народов, они очень близки. Вот то же самое касается, я всегда говорю, привожу пример одежду. Тоже, когда кто-то спрашивает, а какой был покрой юкагиров, какой вот характерный черты орнамент, и вот тут начинается спор, ой, это же эвенская, ой, это тунгусская, а где здесь юкагирская? А я говорю, ну, не могло не быть так, потому что это все находилось в тесном взаимодействии, в тесном контакте. Люди проживали столетиями вместе, и они даже не знали такого понятия, что есть другой народ. Было просто понятие другого рода. Соседний род. А кто они по национальности, это их не знали, и они вместе, и обычно чаще основной критерий был несоответствие вот
одежды или еще что-нибудь, а именно целесообразность или, как мы скажем, утилитарность. То, что лучше всего соответствует или легче всего, лучше всего соответствует данному климату, данной местности, то, что помогает выживать в этих сложных очень условиях. И так оно передавалось. И поэтому на сегодняшний момент очень сложно провести иногда разделение элементов эвенской одежды и юкагирской одежды. Нет, мы видим, конечно, иногда специалисты скажут, что это такой элемент, здесь такой элемент, но очень часто они находят и переклички, которые друг с другом схождения. Поэтому я всегда выступаю против таких однозначных оценок клише, когда говорят: о, это точно якутская, о, это точно эвенская, о, это такая. А где тогда юкагирская получается? Как у нас один из наших старейшин говорил: ну ладно, согласна, это влияние якутов, это влияние эвенков, это влияние эвенов, а значит мы, живя до них, были вообще голые. Смешно, понятно, что у нас все равно что-то было до этого и так далее. И наверняка мы, проживая в данных условиях, уже имели такую форму какой-то одежды, которая соответствовала данным климатическим особенностям, которая перенималась другими народами, которые приходили с более теплых мест, из южнее и так далее, и которые перенимали эту одежду. И поэтому говорить что-то однозначно так или так нельзя. Поэтому, и это же в том числе, это, например, я всегда, когда идут споры, чья территория, то я тоже говорю, это вопрос не отношения какого народа эта территория. Я всегда говорю, а вы задаете вопрос, это вопрос исторической древности. То есть 500 лет назад, да, здесь якуты проживали, это исконно вроде якутские места. 1000 лет назад, это уже кто-то скажет, это уже исконно тогда тунгусы проживали, исконно уже тунгусские места. А я скажу, а 2000 лет тому назад? Тогда и тунгусов не было, значит, это юкагиры были, тогда я скажу, это исконно юкагирские тогда земли. Понимаете, то есть нельзя так ставить всегда вопрос чего-либо такого жесткой привязки. То же самое касается и фольклора. Народы древние, чем и, наверное, уникальны, что они сумели не то что раствориться, но передать элементы своей культуры всем последующим народам. И глядя на культуру эвенов, эвенков, якутов современных, я все равно иногда вижу элементы влияния, в том числе и юкагирской культуры. Потому что эти народы уже формировались здесь как народы, состоялись как народы здесь, впитали не только влияние климата, но и влияние тех народов, которые уже проживали здесь. И именно поэтому я всегда говорю, что современная культура, она многолика, она очень сложна, она вся такая смешанная. Недаром мы говорим сейчас, иногда используется такой термин «многонациональный народ Якутии». Да, у каждой вроде бы это разный, каждый народ сам по себе разный. Но если вы посмотрите, мы встретим русских, которые являются более лучшими охотниками, может, или рыбаками, например, русскоустницы, лучшими рыбаками на севере по сравнению с другими, например, рыбаками даже местными. Или, например, мы встретим кого-то еще, который... То есть, понимаете, взаимопроникновение культур и формирование так сформировалось, что действительно, вроде бы имея разнообразие и такое разное количество народов, которые здесь проживают, мы формируем какую-то некую единую, может быть, правильно так сказано, циркумполярную, наверное, цивилизацию, которая сформировалась именно под влиянием именно природных условий. И в этом, наверное, и проявляется особенность как раз, может быть, многонационального народа нашей республики. Дорогие друзья, сегодня мы узнали о фольклоре, этнографии, литературе и истории юкагирского народа. Читайте книги на родном языке, изучайте язык, фольклор и традиции родного народа. До встречи!